День кыргызской культуры впервые прошел в Хабаровске. В основу праздничной программы лег праздник национального киргизского мужского головного убора. Ак-Калпак развернулся в Хабаровском государственном институте культуры. Что можно узнать о человеке лишь по его гардеробу, расскажут нам братья кыргызы. Наш символ, как флаг. Это наш головной убор. Нас узнает через этот головной убор, да? Весь мир узнает нас через колпак. Самый высокий как колпак должен быть у президента. То есть так получается. Вот. Это тоже имеет огромное значение. Кроме высоты народного кыргызского головного убора важен и цвет окантовки. 12-летний мальчик получает от родителя колпак с зелеными линиями. После 24 лет цвет меняется на голубой. В 36 лет кант следует заменить на коричневый, а в 48 – на бежевый. Черный цвет появляется на головном уборе аксакала за 60. В ак-колпаке должен быть вот такая кисточка. Кисточка, она означает ель. Ель, а ель, она всегда у нас зеленая, всегда вечная. То есть это означало с вечностью. Головной убор мужчины всегда должны снимать, одевать обеими руками. Про то, что колпак еще нельзя бросать и передаривать, могли узнать все посетители Дня кыргызской культуры. Здесь же угощали традиционными блюдами. Это наш национальный напиток бузо называется, естественный, на пророщенной пшенице. На основе пророщенной пшеницы больше ничего нет. Для кишечника, для ЖТК, желудочный кишечный тракт хорошо, очень полезно. А это у нас курдючный жир называется. Она тоже полезна, как ваше сало. Посетители отметили, что кыргызская кухня во многом схожа с русской. Русскому человеку более непривычна, она такая хрустящая, жирная, да, но похожа на то, что мы дома готовим. Я сказала, сладкого мне чего-нибудь, и вот меня угостили. Что напоминаешь? Печенье, больше печенья. Печенье, сухое воздушное печенье, да. День кыргызской культуры впервые прошел в Хабаровске. Праздник принял в свои стены Хабаровский государственный институт культуры. За основу взяли официальный праздник головного убора Ак-Калпак, который отмечается 5 марта. Здесь очень много граждан Киргизии живут, и те, которые уже получили гражданство, те, которые на временное проживание приезжают, обратно уезжают. Им же не хватает тех праздников, которые у себя на родине бы видели, проводили, участвовали. Поэтому решили тоже здесь организовать, тем более в самой дружественной стране мира. День кыргызской культуры проводили для всех народов. Посетили его более 300 человек. Среди них далеко не все киргизы. Это прежде всего сохранение межнационального мира и согласия, это раз. А второе, это прежде всего этнокультурное развитие. Мы друг у друга черпаем знания, друг у друга черпаем богатство нашей многонациональной родины. Максим Ванаков, Николай Трохин. Смотри, Хабаровск.